Не будет никакого «потом». Мой голос звучит чуждо, как будто его записали на старую пленку и пустили через дребезжащий динамик. Я никуда не лечу. Сын смотрит на меня, и в его глазах я вижу это совершенно отчетливо сквозь пелену собственного отчаяния. Мелькает не раскаяние, а досада, как у ребенка, у которого отобрали долгожданную игрушку. «Пап, ты что, устраиваешь сцену?» — шипит он, оглядываясь на суетящихся вокруг людей, на огромное табло вылетов, на которых золотыми буквами горит манящее слово «Париж». Я высвобождаю руку из его внезапно окрепшей хватки. В эту секунду все внутри меня обрывается. И гул аэропорта, смех, объявления, плач детей — все это сливается в один сплошной, вязкий шум, тонущий в оглушительной тишине моего рухнувшего мира. А ведь еще несколько недель назад эта тишина была моим единственным утешением. Мне всегда нравилось завтракать не спеша. В свои 68 лет я обладаю той редкой привилегией, когда не нужно никуда бежать. Это утро, как и тысячи других до него, начинается с аромата свежесваренного черного кофе и хруста поджаренного хлеба с тонким слоем масла. С тех пор, как 5 лет назад не стало моей Маргариты, я выстроил свою жизнь из маленьких ритуалов, которые, как надежные кирпичики, удерживают стены моего одиночества от обрушения. Моя дача в Переделкино, этот старый деревянный дом, где мы прожили вместе больше 30 лет, стала моим убежищем, моим единственным настоящим домом. Каждый угол здесь дышит воспоминаниями. Вот кресло-качалка у камина, в котором Рита любила сидеть вечерами, укутавшись в плед, и читать. Вот царакана на дубовом столе в гостиной, память о том дне, когда наш Дима, тогда еще совсем мальчишка, пытался вырезать на нем свое имя перочинным ножом. Я помню, как сердился на него, а Маргарита лишь смеялась, говоря, что это шрамы нашей общей истории. Теперь эти шрамы — все, что у меня осталось от той жизни. Жизни, полной смеха, планов, ссор и примирений. Жизни, в которой был смысл. Звонок в калитку разрезает утреннюю тишину. Слишком рано для гостей, нет и 8. Я с неудовольствием отставляю чашку. Открыв дверь, я вижу на пороге Равиля Ибрагимовича, моего соседа справа. Человек он серьезный, бывший военный, на пенсии, как и я. Не из тех, кто станет беспокоить по пустякам или распускать сплетни. Его лицо встревожено. «Федор Николаевич, доброе утро. Извините за ранний визит». Он говорит отрывисто, будто отдает рапорт. «Но я вчера видел кое-что странное, счел нужным вам доложить». «Проходите, Равиль Ибрагимович, что случилось?» Я пропускаю его в дом, на ходу отмечая, как он зябко поводит плечами, хотя утро теплое, августовское. Мы садимся на кухне, он отказывается от кофе, теребит в руках свою старую кепку. «Вчера после обеда видел каких-то людей у вашего забора. Фотографировали дом со всех сторон. Я подошел, поинтересовался, в чем дело, они сказали». Он делает паузу, подбирая слова, что интересуются покупкой. Холод, не имеющий ничего общего с утренней прохладой, медленно ползет по моей спине. Покупкой? Да. Я им сказал, что это странно, мол, вы ни словом не обмолвились о продаже. Они как-то замялись, вели себя скользко. Что за люди, вы их разглядели? Пара молодая, разодетая, знаете, как сейчас модно. Все дорогое, но безвкусное. И с ними мужчина, постарше, в костюме, с портфелем. На риэлтора похож.
Я их сфотографировал незаметно на телефон. Для порядка. Равиль Ибрагимович протягивает мне свой кнопочный аппарат. На маленьком мутном экране я с трудом различаю 3 фигуры на фоне моего дома. Мужчина в костюме что-то увлеченно показывает рукой в сторону мансарды, где была наша с Ритой спальня. Сердце делает болезненный кульбит. «Спасибо, что сообщили», — говорю я, возвращая телефон. Голос мой звучит глухо. «Я разберусь. Как только сосед уходит, я набираю номер сына. Дмитрий — мой единственный сын. Моя единственная оставшаяся родня. В свои 42 года он — успешный айтишник, руководитель проекта в какой-то крупной технологической компании. 3 года назад он женился на Диане, эффектной молодой женщине, которая с первой нашей встречи вызвала у меня необъяснимую антипатию. С ее появлением Дима стал звонить реже, заезжать и того реже. Он стал другим, вечно занятым, отстраненным. Его глаза приобрели какое-то вечно оценивающее выражение. Телефон долго не отвечает. Наконец в трубке раздается его сонный, раздраженный голос. «Пап, ты чего так рано? Что-то случилось?» «Доброе утро, сын. Извини, что разбудил. Скажи, ты что-нибудь знаешь о людях, которые хотят купить мой дом?» Молчание на том конце провода длится так долго, что я успеваю услышать, как тикают старые часы в гостиной. Слишком долго. «Дим, ты меня слышишь?» «Да, пап, слышу. Слушай, я как раз хотел с тобой об этом поговорить. Лично. Думал заехать сегодня. Так приезжай сейчас». Отрезаю я, чувствуя, как внутри закипает глухая тревога. Мне нужно понять, что происходит. Немедленно. Дмитрий приезжает через час. Один, что меня удивляет. Обычно Диана вьется вокруг него, как плющ вокруг дуба, не отпуская ни на шаг. Он входит в дом, и я сразу замечаю, как бегают его глаза, как он нервно потирает ладони. Старая детская привычка, проявлявшаяся всегда, когда он собирался сознаться в какой-нибудь проделке. Он пахнет дорогим парфюмом и тревогой. «Пап, я...» Он начинает, но я жестом прерываю его и указываю на кресло. «Сядь, Дима, и расскажи мне все по порядку». Он садится на краешек, не решаясь откинуться на спинку, словно готов в любой момент сорваться и убежать. «Пап, я много думал о тебе с тех пор, как мамы не стало. Ты живешь один в этом огромном доме. Это слишком много места для одного человека. И содержание, наверное, влетает в копеечку, а годы идут. Тебе нужно больше покоя, меньше забот». Я смотрю на него в упор, и мой взгляд должно быть тяжел, потому что он замолкает и опускает глаза. Каждое его слово — заученная фальшивая нота в давно разученной пьесе. «Ближе к делу, Дмитрий», — произношу я, впервые за много лет называя его полным именем. Он вздыхает, сгораясь с духом. «Мы с Дианой, мы нашли для тебя идеальный вариант. Квартира. Небольшая, но очень уютная, в хорошем районе. Там рядом парк, где ты сможешь гулять, и первый этаж, никаких лестниц. Все для твоего удобства». Внутри меня что-то обрывается. Картина, которую он рисует, беззаботная старость в уютной клетке, настолько чудовищна в своей лживости, что я на мгновение теряю дар речи. «А кто тебе сказал, что я хочу переезжать?» Мой голос тих, но в нем звенит сталь. «Это мой дом. Дом, где я жил с твоей матерью. Дом, где мы тебя вырастили. Пап, в твоем возрасте нужно быть практичнее». В его голосе прорываются нотки раздражения. «Этот дом стоит огромных денег, которые ты мог бы потратить, чтобы жить лучше. Я просто поговорил с риэлтором, чтобы оценить стоимость. Без всяких обязательств, просто для информации.
Хотел тебя удивить, прийти уже с готовыми вариантами. И во сколько же ты оценил память о своей матери? Спрашиваю я, медленно поднимаясь с кресла. Агент говорит, можно выручить около 30 миллионов, выпаливает он, и в его глазах вспыхивает алчный огонек, который он тут же пытается скрыть. Представляешь, пап, 30 миллионов. Я ценю твою заботу, сын, но я не продаю свой дом. Я не нуждаюсь в маленькой квартире, и мне не нужен парк под окнами. Мне хорошо здесь. Тема закрыта. Я вижу, как по его лицу пробегает тень досады. Та самая досада, которую я увижу через несколько недель в аэропорту. Это не первый раз, когда я замечаю в нем эту перемену. С тех пор, как он женился на Диане, он стал другим человеком. Ее семья, Олег Петрович и Светлана Аркадьевна, из тех бывших, кто в 90-е ухватил куш, а потом все потерял в мутных схемах, но сохранил привычку жить на широкую ногу. Они источали запах нафталина и дорогих, но вышедших из моды духов. И смотрели на мой старый, но крепкий дом взглядом хищников, приценивающихся к добыче. «Пап, ну хотя бы подумай!» — не унимается он. «Нельзя же так цепляться за материальное. Мамы больше нет, а этот дом...» Он хранит слишком много грустных воспоминаний. Для меня они ценные, а не грустные, отрезаю я. И я не буду об этом думать. Мое решение окончательное. Он уходит, не скрывая своего раздражения, а я остаюсь один. И стены дома, которые всегда дарили мне покой, теперь, кажется, давят на меня. Что-то во всей этой истории не сходится. Тревога, до этого бывшая лишь смутным предчувствием, обретает форму и вес. Я набираю номер Кости. Константин Игоревич — мой старый друг еще с института. Он прошел путь от простого опера до полковника в Следственном комитете, а теперь, как и я, наслаждается пенсией. Мы играем в шахматы по четвергам, и я знаю, что его проницательному уму и жизненному опыту я могу доверять больше, чем кому-либо. Я рассказываю ему все: о визите соседа, о разговоре с Димой, о своих дурных предчувствиях. Костя слушает молча, не перебивая. Когда я заканчиваю, в трубке на несколько секунд повисает тишина. «Федя, мне все это очень не нравится», — наконец говорит он своим низким, чуть хрипловатым голосом. «Ты случайно документы свои в последнее время не проверял? Свидетельства о собственности, завещания, все такое?» «Да, лежат они в банковской ячейке. Никто, кроме меня, доступа не имеет». «Уверен, у Димы нет копии ключа?» Я замираю. Год назад, когда мне делали небольшую операцию на сердце, я, поддавшись панике, отдал Диме в запечатанном конверте дубликат ключа. На всякий случай. Я совсем забыл об этом. «Костя, кажется, мне нужно срочно в банк. Я еду к тебе. Встретимся через полчаса и поедем вместе». В банке нас встречает любезный менеджер. Когда я открываю свою ячейку, на первый взгляд все на месте. Толстая папка с документами, несколько старых семейных фотографий, Ритины украшения, которые я не смог заставить себя продать. Но что-то неуловимо не так. Какое-то внутреннее чутье, отточенное годами инженерной работы, где малейшее отклонение от нормы может привести к катастрофе, кричит мне об опасности. Костя с его профессиональным взглядом берет папку. Он перебирает листы медленно, внимательно, почти на ощупь. «Федор Николаевич», он вдруг переходит на официальный тон, что всегда означает крайнюю степень серьезности. «Когда вы в последний раз держали в руках оригинал свидетельства о собственности?» «Месяцев 6-7 назад, наверное. А что? А то, что это не оригинал. Это очень качественная, нотариально заверенная копия. Пол уходит у меня из-под ног. Я хватаюсь за край стола, чтобы не упасть. Костя продолжает листать документы. Его лицо становится все более мрачным. «А вот это, друг мой, вишенка на торте.
Он протягивает мне лист гербовой бумаги. Генеральная доверенность на имя Орлова Дмитрия Федоровича. Вы помните, чтобы вы такое подписывали? Я смотрю на документ. В нем говорится, что я, находясь в здравом уме и твердой памяти, доверяю своему сыну управлять и распоряжаться всем моим имуществом, движимым и недвижимым, включая право продажи, дарения, залога. Подпись. Моя подпись. Но я ее не ставил. Никогда. Шепчу я. Мы выходим из банка в полном молчании. Голова гудит, отказываясь принимать чудовищную реальность. Мой собственный сын украл документы, подделал мою подпись. Ради чего? Ради 30 миллионов? «Федя, нам нужно действовать быстро!» Голос Кости выводит меня из ступора. «Первым делом к нотариусу, отзывать эту Филькину грамоту. Потом писать заявление. Заявление на собственного сына. Если ты этого не сделаешь, — жестко говорит Костя, — ты останешься без дома. И кто знает, что еще он задумал. Иногда, чтобы спасти человека от падения в пропасть, его нужно очень больно ударить». Остаток дня прошел как в тумане. Я бродил по дому, прикасаясь к вещам, словно прощаясь с ними. Вот ретина-чашка с тонким узором из васильков. Вот стопка старых журналов «Наука и жизнь», которые мы читали вместе. Каждая вещь была не просто предметом, а якорем, державшим меня в этой жизни. И теперь эти якоря один за другим обрубал мой собственный сын. Весь следующий день мы с Костей провели в бегах. Нотариусы, юридические конторы, консультации. Я отменил поддельную доверенность и подписал новую на имя Кости с жесткими ограничениями. Никаких действий с недвижимостью без моего личного присутствия. Это была первая линия обороны. «Теперь нужно понять масштаб бедствия», — сказал Костя, когда мы поздно вечером сидели у меня на кухне. Он привез с собой девушку лет 30 с умными пронзительными глазами и строгой прической. «Знакомься, Федор, это Полина Андреевна, финансовый аудитор, лучшая в своем деле. Она поможет нам проследить, куда уходили твои деньги». Полина Андреевна говорила мало, но по делу. Я передал ей доступы к своим банковским счетам. Она открыла ноутбук, и на экране замелькали таблицы и графики. Я ничего в них не понимал, но видел, как мрачнеет ее лицо. «Классическая схема кровопускания», — произнесла она через час, поворачивая ко мне экран. «Вот, смотрите, последний год. Мелкие переводы по 10-15 тысяч на счета, открытые на имя Орлова Дмитрия Федоровича и Орловой Дианы Игоревны. Суммы, которые вы, скорее всего, не замечали в общем потоке расходов. Но потом, 3 месяца назад, они осмелели. 50 тысяч, 100, 200. Она щелкнула клавишей, и внизу экрана высветилась итоговая цифра. За последний год с ваших счетов было выведено 2 миллиона 340 тысяч рублей. Я смотрел на эту цифру и не мог поверить. Это были деньги, которые я откладывал на старость, которые должны были стать наследством Димы. Мое наследство, которое он решил не дожидаться, а взять сам, по частям. «Это уже не просто семейная ссора», — глухо сказал Костя. «Это статья. Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Всю ночь я не сомкнул глаз. Я сидел в кресле, глядя в темное окно, и пытался понять, когда мой мальчик, которого я учил быть честным и порядочным, превратился в вора. Я вспоминал его детство, наши походы в лес, то, как он с гордостью показывал мне свои первые 5. Где-то я совершил ошибку, где-то я его
упустил. И эта мысль была больнее, чем осознание финансовой потери. Через несколько дней Костя позвонил снова, его голос был напряжен. «Федя, у меня новости. Твой сын и его драгоценная семейка развернули бурную деятельность. Я пробил их по своим старым каналам, они не просто оценили твой дом. Есть предварительный договор купли-продажи. Покупатель — некая фирма-однодневка, зарегистрированная на бомжа. Но ниточки, если потянуть, ведут к тестю, Олегу Петровичу. А еще они купили 4 билета в Париж на следующую пятницу. На твоего сына, Диану и ее родителей». Я молчал, переваривая информацию. «Зачем им Париж?» — наконец спросил я. «Думаю, план у них простой, как мычание. Они получают деньги за дом, переводят их на зарубежные счета и сваливают из страны. Навсегда. А я? Что в этом плане отводится мне? Скорее всего, ничего хорошего», — честно ответил Костя. «В лучшем случае та самая квартирка на первом этаже. В худшем лучше об этом не думать». В тот же вечер раздался звонок. Голос Димы в трубке был неестественно бодрым и веселым. «Пап, привет! Можем сегодня увидеться? У меня для тебя отличные новости». «Приезжай», — ответил я, чувствуя, как сердце забилось чаще. На этот раз он приехал с Дианой. Она впорхнула в дом, как экзотическая птица, приторно улыбаясь и обнимая меня с фальшивой нежностью. «Федор Николаевич, дорогой, как мы рады вас видеть! Так давно не болтали!» Я молча предложил им кофе, стараясь сохранять на лице непроницаемое выражение. Я хотел посмотреть, как далеко они зайдут в своей лжи. «Папа», — начал Дима, когда мы сели в гостиной, — «мы тут много думали о тебе. Нам так не хочется, чтобы ты был один в этой тоске». «Федор Николаевич, мой милый», — подхватила Диана, положив свою холеную руку на мое плечо. «Вы заслужили отдых после стольких лет труда. И мы с Димой хотим пригласить вас в путешествие». «В путешествие?» — переспросил я, изображая удивление. «Да». Ее глаза восторженно блеснули. «В Париж. Вы же всегда говорили, что хотели бы увидеть Европу. Это наш вам подарок. Поедем все вместе», — продолжил Дима. «Ты, мы и родители Дианы. У нас уже куплены билеты. Забронирован шикарный отель с видом на Сену. Я смотрел на них, на их сияющие лживые лица и чувствовал, как внутри все леденеет от ярости. Но я заставил себя сохранить спокойствие. «Как щедро», — произнес я, делая паузу. «А откуда деньги на такую роскошь, если не секрет?» Они на долю секунды обменялись быстрыми взглядами. «Мы копили, пап», — ответил Дима. «И родители Дианы помогли». «Понятно. И когда же этот вояж?» «Через неделю, в следующую пятницу». Я сделал вид, что задумался. Потер подбородок, посмотрел в окно. Их взгляды были прикованы ко мне, полные нетерпеливого ожидания. «Звучит заманчиво», — сказал я наконец. «Дайте мне денек подумать. Завтра я вам сообщу свое решение». Как только за ними закрылась дверь, я схватился за телефон. Я пересказал Косте и Полине их предложение. «Это оно», — сказал Костя без колебаний. «Это часть плана. Они хотят вывести тебя из страны, чтобы ты не мог помешать сделке». «А может, и вовсе не планируют возвращать», — добавила Полина. «Оставить тебя там без денег, без знания языка. Идеальная схема». В голове не укладывалось. Неужели они способны на такое? Настолько цинично, настолько жестоко бросить меня, своего отца, в чужой стране. Ответ к моему ужасу был утвердительным. «У меня есть идея», — вдруг сказал Костя. «План перехват. Мы позволим им думать, что они победили.
Что ты имеешь в виду? Подыграй им. Скажи, что ты согласен ехать. Мы дадим им довести свой замысел почти до конца, а в самый последний момент захлопнем ловушку. Нам нужны неопровержимые доказательства их умысла, чтобы они не выкрутились. Идея была рискованной, даже безумной. Она требовала от меня нечеловеческой выдержки, притворяться, улыбаться, собирать чемодан, зная, что за твоей спиной готовится самое страшное предательство. Я сидел в тишине, глядя на портрет Маргариты на стене. Что бы она сказала? Почти услышал ее голос. «Будь сильным, Федя, но будь справедливым». Любовь не означает все прощения, а настоящая сила в том, чтобы уметь защищать свое достоинство. «Хорошо», — сказал я в трубку. «Я согласен. Давайте готовить нашу ловушку». Следующая неделя превратилась для меня в персональный ад. Я играл свою роль, улыбался, когда Дима звонил и спрашивал, как идет сбор чемодана, кивал, когда Диана присылала мне фотографии парижских достопримечательностей с восторженными комментариями. Каждый их звонок, каждое сообщение были как удар наждачной бумагой по оголенным нервам. Параллельно мы с Костей и Полиной работали без сна и отдыха. Костя, используя свои старые связи, договорился о содействии в Следственном комитете и подготовил официальное заявление, которое должно было лечь на стол следователю в нужный момент. Полина отслеживала каждый шаг мошенников в финансовом мире, готовя документы для международной банковской блокировки по 115 ФЗ. Утро отъезда. 7 утра. Я не спал, но адреналин держал меня на ногах. Я сварил себе кофе, как обычно, стараясь сохранить хотя бы видимость нормальности, пока внутри все сжималось от страха и ненависти. В 8 приехал Костя. Он был собран и серьезен. «Все готово, Федя. Группа ждет нашего сигнала в Шереметьево. Следователь в курсе. Главное, держись». Ровно в 9 раздался звонок в калитку. Я открыл дверь. На пороге стоял Дима, сияющий, с маленьким дорожным саквояжем. «Доброе утро, пап. Готов к нашему большому приключению». Я посмотрел на него внимательно, пристально, пытаясь найти в его глазах хоть что-то от того мальчика, которого я любил больше жизни, но не нашел. Передо мной стоял чужой, холодный человек с глазами игрока, поставившего все на одну карту. «Готов, сын. Только сумку возьму». Я вернулся с небольшим чемоданом, который мы с Ритой когда-то покупали для поездки в Крым. Дима подхватил его и понес к машине. В автомобиле уже сидела Диана, вся в шелках и предвкушении. «Федор Николаевич, какая прелесть! Париж ждет нас!» — пропела она. Я молча сел на заднее сиденье. Всю дорогу до аэропорта Диана без умолку щебетала о Лувре, Елисейских полях и модных бутиках. Дима вел машину молча, лишь изредка бросая на меня взгляды в зеркало заднего вида. «Кстати, пап», — вдруг сказал он, нарушая молчание, — «я тут оформил тебе туристическую страховку. Нужно подписать пару бумаг». Он передал мне назад пухлую папку. Я открыл ее. Среди стандартных страховых бланков я искал то, о чем меня предупреждал Костя. И нашел. Незаметно вшитый в середину, отпечатанный мелким шрифтом на гербовой бумаге, еще один вариант доверенности. Более хитрый, более юридически выверенный. Они не были уверены, что первая доверенность сработает, и теперь пытались получить мою настоящую подпись, чтобы легализовать весь свой обман. «Сын, я очки для чтения дома забыл. Прочти мне, что тут». Дима занервничал.
Да ничего важного, пап, стандартный полис. Если я что-то подписываю, я хочу знать, что именно, настоял я. Федор Николаевич, мы же опоздаем, вмешалась Диана. В аэропорту спокойно подпишите. Я кивнул, делая вид, что уступил. В Шереметьево мы встретились с ее родителями. Олег Петрович, грузный, в дорогом, но старомодном костюме, и Светлана Аркадьевна, худая, увешанная безвкусными золотыми побрякушками, рассыпались в приветствиях. «Федор, старик, как я рад тебя видеть!» — прогремел Олег Петрович, хлопая меня по плечу. «Это будет незабываемая поездка». Он даже не представлял, насколько прав. «Дима говорил про страховку», — сказал я как можно невиннее. «Давайте я подпишу, чтобы не забыть». На их лицах промелькнуло облегчение. Дима снова протянул мне папку. Я взял ее, достал ручку. «Позвольте, я все же прочту». «Папа, я же сказал, там стандартные условия». В его голосе зазвенел металл. Я начал читать вслух. Громко, четко, с выражением. Пропустив скучные абзацы про страховые случаи, я перешел прямо к последним страницам. Настоящим. Уполномочиваю Орлова Дмитрия Федоровича совершать от моего имени любые действия, направленные на управление и отчуждение принадлежащего мне на праве собственности недвижимого имущества, расположенного по адресу. Лицо Димы стало белым, как полотно. Олег Петрович замер с полуоткрытым ртом. «Это просто формальность», — выдавил он. «На случай экстренных ситуаций в поездке, чтобы Дима мог принимать решения». «Решения? Например, о продаже моего дома?» — спросил я прямо. Тишина, накрывшая нашу маленькую группу, была плотнее вакуума. Все четверо смотрели на меня с немым ужасом. «Я не понимаю, о чем ты», — наконец прошептал Дима, но его голос дрожал. Я убрал документы во внутренний карман пиджака. «Думаю, вы все прекрасно понимаете». «Мы опоздаем на самолет!» — истерически воскликнула Светлана Аркадьевна, глядя на часы. «Мы можем обсудить это позже». «Не будет никакого «потом». Мой голос звучит чуждо, как будто его записали на старую пленку. «Я никуда не лечу». Дима хватает меня за руку. «Пап, ты что, устраиваешь сцену? Пойдем, самолет ждать не будет». Я высвобождаю руку. «Самолет ждет вас, а я остаюсь здесь». Диана пытается сменить тактику. Ее глаза мгновенно наполняются слезами, такими же фальшивыми, как и ее улыбка. «Федор Николаевич, что случилось? Мы же с такой любовью готовили эту поездку для вас. Хватит спектакля, Диана. Я все знаю. Про поддельные документы, про выведенные со счетов деньги, про продажу моего дома. Их маски спадают. Доброжелательность испаряется, уступая место злобе и страху. Ты не понимаешь, с кем связался, старик», — рычит Олег Петрович, делая шаг ко мне. «Лучше сядь в этот самолет по-хорошему». В этот самый момент, словно по команде режиссера, рядом с нами материализуется Костя, а за его спиной двое мужчин в штатском с суровыми лицами. «Какие-то проблемы, Федор Николаевич?» — спокойно спрашивает Костя. Олег Петрович мгновенно отшатывается. Дима переводит взгляд с меня на мужчин, и на его лице проступает осознание. «Папа, что ты наделал?» «То, что должен был сын». Защитил себя. Костя передает одному из мужчин увесистый конверт. Здесь заявление о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и все подтверждающие документы. Сотрудник бегло просматривает бумаги и кивает. Гражданин Гуров Олег Петрович и гражданка Гурова Светлана Аркадьевна, вы задержаны. Пока им зачитывают права, Диана что-то шепчет на ухо Диме. Он кивает. «Папа, это недоразумение». Он снова подходит ко мне. «Давай я все объясню». «Нечего объяснять. Доказательства, говорят, сами за себя. Скажи им, чтобы отпустили Олега и Светлану.
Мы можем решить это как семья. У нас больше нет семьи, Дима. Ты ее разрушил. Боль в его глазах кажется почти настоящей, но я уже не верю ему. Диана подходит ближе, и ее тон меняется на угрожающий. Подумайте хорошо, Федор Николаевич. Если вы продолжите, Дима тоже сядет. Вы действительно хотите упечь в тюрьму своего единственного сына? Ее слова бьют в самое больное место. Но я смотрю на Костю, он понимающе кивает. Костя, объясни им ситуацию. Мой друг выступает вперед. Заявление пока написано только на господ Гуровых. Дмитрий и вы, Диана Игоревна, в нем пока не фигурируете. Что значит «пока»? — хрипло спрашивает Дима. Это значит, что Федор Николаевич в своем великодушии дает вам шанс. Вы можете сесть в этот самолет и улететь, как и планировали. Но на определенных условиях. Я делаю шаг вперед. Первое. Вы оба подписываете нотариально заверенное соглашение о полном возмещении украденных у меня средств и отказываетесь от любых претензий на мое имущество. Второе. По прилету в Париж вы обнаружите, что все ваши банковские карты заблокированы. Что? Как это возможно? Взвизгивает Диана. Полина Андреевна, до этого державшаяся в тени, подходит к ним. По линии финмониторинга отправлен международный запрос. Все ваши счета заморожены до выяснения обстоятельств. Вы сможете получать лишь небольшую сумму на базовое проживание. Паника в глазах Дианы сменяется ужасом. Что нам делать? У нас нет денег. Подписывайте документы, говорит Костя, протягивая им бумаги. И улетайте. Иначе мы расширяем заявление, и вы присоединяетесь к вашим родителям. Дима смотрит на меня, на Диану, на полицейских, уводящих ее родителей. Он берет ручку и, не глядя, подписывает. Диана, помедлив, делает то же самое. «А теперь летите», — говорю я. «Вас будут ждать в российском консульстве в Париже». Перед тем, как уйти, Дима останавливается передо мной. «За что, пап?» «Я много раз пытался поговорить с тобой, сын. Но ты давно перестал меня слышать». Они уходят к стойке регистрации. Две одинокие фигуры, тащащие за собой чемоданы, набитые украденными мечтами. Костя кладет мне руку на плечо. «Ты в порядке, Федя?» «Нет», — отвечаю я честно. «Но я сделал то, что должен был». Мы выходим из гудящего здания аэропорта. Яркий солнечный свет режет глаза после полумрака терминала, контрастируя с той тьмой, что воцарилась у меня внутри. Обратная дорога до дачи проходит в полном молчании. Костя не задает вопросов, понимая, что любые слова сейчас будут лишними. Он просто рядом, и эта молчаливая поддержка сейчас для меня дороже любых утешений. Вернувшись в свой дом, тот самый, который я чуть не потерял, я чувствую не облегчение, а оглушительную пустоту. Стены, которые раньше были наполнены воспоминаниями о Рите, о детстве Димы, теперь кажутся запятнанными предательством. Я сажусь в свое кресло и долго смотрю на старую фотографию на стене. Мы втроем, на пикнике. Диме лет 7. Он смеется, обнимая нас с Ритой за шеей. В какой момент этот смеющийся мальчик исчез? Было ли это после смерти Риты? Или с появлением Дианы? А может, это случилось гораздо раньше, в какой-то моей незамеченной отцовской ошибке? В каком-то несказанном вовремя слове?
Телефонный звонок вырывает меня из оцепенения. Незнакомый номер с французским кодом. Алло, Федор Николаевич, это Любовь Сергеевна из консульства России в Париже. Хотела сообщить, что ваш сын и его супруга были у нас. Они уведомлены о ситуации. Как они это восприняли? Спрашиваю я, хотя и догадываюсь об ответе. Как и ожидалось. Супруга устроила скандал, требовала встречи с послом. Ваш сын по большей части молчал. Ясно. Что будет дальше? Завтра они должны прийти, чтобы подписать документы об отказе от претензий на имущество и соглашение о реституции. После этого их судьба в их собственных руках. Я благодарю ее и кладу трубку. Костя, слышавший разговор, смотрит на меня. «Хочешь полететь?» «Куда? Зачем?» «В Париж, чтобы присутствовать при подписании, чтобы закрыть эту главу лицом к лицу, чтобы они увидели, что это не месть, а справедливость». Мысль кажется дикой. Снова видеть их, снова переживать эту боль. Но в словах Кости есть горькая правда. Этот гнойник нужно вскрыть до конца, чтобы началось заживление. Я подумаю, Костя. Мне нужно подумать. Утром я принимаю решение. Я звоню в консульство, потом прошу Полину помочь с билетами. Через 2 суток мы с Костей приземляемся в аэропорту Шарль-де-Голь. Это моя первая поездка в Европу, но я не чувствую ни капли того восторга, о котором мечтал. Я приехал сюда не как турист, а как свидетель на руинах собственной семьи. Утром в день встречи я надеваю свой лучший костюм. Я хочу выглядеть не жертвой, а человеком, отстоявшим свое достоинство. В консульстве нас встречает Любовь Сергеевна, молодая деловая женщина. Она провожает нас в комнату с односторонним зеркалом. Они придут через 20 минут. Можете подождать здесь. Я вижу, как они входят. Дима осунулся, на нем мятая рубашка и 2-дневная щетина. Диана все еще пытается держать марку, но в ее движениях нет былой уверенности. Любовь Сергеевна холодно и профессионально объясняет им процедуру. «И что потом?» — хрипло спрашивает Дима. «Мы так и останемся заблокированными счетами. После подписания вам будет доступна ограниченная ежемесячная сумма. Остальные средства останутся замороженными до полного погашения долга». «Как нам на это жить?» — возмущается Диана. «Вам следовало подумать об этом до совершения мошеннических действий», — ровным тоном отвечает Любовь Сергеевна. Дима берет ручку и, не читая, начинает подписывать бумаги. Диана колеблется, но следует его примеру. «Это все?» — спрашивает он, закончив. «Почти», — говорит Любовь Сергеевна. «Есть один свидетель, который хотел присутствовать. В этот момент я вхожу в комнату. Костя следует за мной. Увидев меня, Дима бледнеет так, что его щетина кажется черной. Диана впервые в жизни, кажется, теряет дар речи. Я сажусь напротив них. В моем взгляде нет гнева. Только усталость, печаль и твердость. «Я хотел быть здесь», — говорю я просто, «чтобы вы увидели, что это не игра. Это не пустые угрозы. Это последствия ваших поступков». Дима открывает рот, но не может выдавить ни слова. «Я приехал не для того, чтобы унижать вас. Я приехал, чтобы кое-что отдать». Я достаю из портфеля толстый конверт и кладу его на стол, подталкивая к сыну. «Что это?» — шепчет он. «Открой». Дрожащими руками он скрывает конверт. Внутри фотографии, десятки фотографий. Он маленький, на моих плечах. Он с Ритой у новогодней елки. Он на своей школьной выпускной линейке. Счастливые моменты семьи, которой больше нет. И под стопкой фотографий короткое письмо, написанное моим неровным почерком. Дима читает его, и по его небритым щекам начинают катиться слезы. «Дима», — говорю я тихо, — «я ничего у тебя не отнял.
Я лишь остановил то, что ты отнимал у меня. Мы смотрим друг на друга через стол, и между нами пропасть предательства. И в эту секунду я понимаю, что моя настоящая месть — не хитроумный план, не замороженные счета, не арест его тестя. Моя настоящая месть — это я, сидящий здесь с несломленным достоинством и показывающий ему, что деньги никогда не были главным. Главным было доверие, семья, любовь. Все то, что он променял на призрачные 30 миллионов. Тишина в комнате становится почти осязаемой. «Как ты здесь оказался?» — наконец спрашивает Дима. «Сел в самолет, так же, как и ты. Разница лишь в том, что я заплатил за свой билет честно заработанными деньгами». Диана вскакивает. «Это издевательство. Вы не можете держать нас здесь, в чужой стране, без средств к существованию». «Я вас не держу», — спокойно отвечаю я. «Вы свободны. Можете хоть завтра вернуться в Россию и предстать перед судом». Она садится побежденная. «Что будет с родителями?» — спрашивает она уже тише. «Суд. Улики против них неопровержимы». «Мне нужны деньги на хорошего адвоката», — требует она. «У тебя их не будет. Ни от меня, ни с замороженных счетов». Мы с Костей поднимаемся. Я сделал то, зачем приехал. «Когда решите вернуться в Россию, дайте знать», — говорю я им на прощание. На улице нас встречает мелкий парижский дождь. Мы сидим в маленьком кафе, и я смотрю в окно на спешащих прохожих. «Как ты себя чувствуешь?» — спрашивает Костя. «Пустым», — отвечаю я честно. Я думал, почувствую удовлетворение, облегчение. Но внутри только пустота. Ты потерял сына, Федя. Вне зависимости от того, как это произошло. Это нормально. Проходит полгода. Олег Петрович и Светлана Аркадьевна получают по 8 лет колонии общего режима. Диана, как я узнаю позже, возвращается в Россию и уезжает к дальним родственникам в какой-то маленький городок на Урале. Она больше не пытается со мной связаться. Дима остается в Париже. Мы изредка говорим по телефону. Его голос изменился, стал тише, смиреннее. Он рассказывает, что работает помощником в какой-то русской лавке, живет в крохотной комнатке в пригороде. Каждый месяц на мой счет поступает небольшая сумма. Его попытка вернуть долг. Однажды во время разговора я спрашиваю его о письме. «Ты помнишь, что там было написано?» Он молчит несколько секунд. «Я читаю его каждый день», — говорит он. «Там написано: я ничего у тебя не отнял. Я лишь остановил то, что ты отнимал у меня. Деньги можно вернуть, доверия нет. Но любовь отца, даже раненая, остается. И теперь только тебе решать, что делать с этим последним наследством, которое ты не смог продать». Слышать от него свои же слова, написанные в порыве боли и отчаяния, странное чувство. «Пап», — говорит он после паузы, — «я хочу вернуться». «Уверен? Здесь тебе будет нелегко. Я знаю, но я должен. Я должен попытаться все исправить там, где все разрушил. Когда ты приедешь? Через пару недель. Пап, ты примешь меня?» Вопрос, которого я боялся и ждал. Смогу ли я? Смогу ли простить? «Домой нет», — отвечаю я наконец. «Но мы можем встретиться, поговорить. А остальное покажут твои поступки, а не слова». Я кладу трубку и выхожу на веранду.
Та же дача, тот же сад, тот же дом, который я отстоял. Скоро вернется мой сын. Я не знаю, принесет ли эта встреча исцеление или новую боль, но я знаю, что поступил правильно. Не из мести, а ради справедливости, не из злости, а ради достоинства. А ему я оставил самое ценное, что у меня было — шанс. Шанс снова стать человеком. И только время покажет, сможет ли он им воспользоваться.